День государственности республики общественность почтила память Максима Амосова. Жилье работникам бюджетной сферы. Сколько специалистов в Ленске стали обладателями квартиры в этом году? Творческий конкурс среди удачнинских дошколят. Чем покоряли жюри юные артисты? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутске почтили память Максиму Амосову возложением цветов. Памятник возле университета воздвигли 27 сентября 2005 года. Максим Амосов – видный государственный, общественный и партийный деятель. Он был первым постоянным представителем республики при Народном комиссариате по делам национальности РСФСР. Тогда ему не было 30 лет. Республика запомнила его только молодым. Амосов вместе с Платоном Аюнским и Сидором Бараховым стоял у истоков становления якутской государственности. Мы специально ко Дню Республики вчера сдали спортивную новую площадку. Во-первых, это для мини-футбола, для волейбола, баскетбола. И сегодня уже с утра спасибо огромное Владимиру Викторовичу Солодову, ну и, конечно же, Арсену Сергеевичу Николаеву. Наше общежитие, которое мы строим второй год на улице Губина. Надеюсь, в скором времени мы его сдадим, буквально в ноябре. Было принято решение выделить Северо-Восточному федеральному университету 160 миллионов рублей. Я очень надеюсь, что у студентов будут точно таких же условий, как сейчас. Уважаемые участники сегодняшнего торжественного митинга, когда мы собрались для того, чтобы возложить цветы одному из основателей якутской государственности, Платону Алексеевичу Аюнскому. Действительно, личность Платона Алексеевича, она велика, многогранна, и тот вклад, который он внес в развитие нашей родной Якутии, неоценимо. Саха-театр носит его имя. Множество улиц в городах и селах нашей необъятной республики. В этот день мы отдаем должное дань нашим выдающимся деятелям. Мы видим, что наша республика поступательно развивается, идет развитие промышленности. Сегодня мы уже являемся центром нефтегазодобычи нашей страны. Развивается отрасль золотодобычи. Вчера, допустим, был открыт участок дороги, федеральной дороги Вилюй. Строятся федеральные дороги, республиканские дороги, социальные объекты. Сегодня я встречался с учениками 5-й школы, и мы видим, что система образования у нас на очень высоком уровне. Во всех образовательных учреждениях в День государственности республики традиционно проводят ряд мероприятий. На прямой линии с нами из столицы Южной Якутии наш корреспондент Александра Цыбикова. Александра, приветствую. Скажите, как проходит этот день в школах Нерюнгри? Добрый день, Юлия. Сейчас мы находимся в средней общеобразовательной школе номер 2 города Нерюнгри. Кстати, она носит имя выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова. Прямо сейчас идет праздничная линейка. Каждый год в школе готовится особая программа, в которой задействован весь коллектив. И в этом году проводится много интересных встреч, мероприятий и уроков об истории развития родной республики. Рядом со мной учащиеся школы номер 2 Яна и Юля Слепцовы. Девочки, скажите, что вы знаете о сегодняшнем празднике и о человеке, имя которого носит ваша школа? 27 сентября, именно в этот день Республика Саха-Якутия празднует День государственности. И это чудесное событие. Также... Расскажи немножко об Амосове, о его биографии. Максим Кирович – это, как и многие из нас, он из простой семьи. Он проделал нелегкий путь, но, несмотря на это, смог прожить яркую и достойную жизнь. Я думаю, что его ум, трудолюбие и целеустремленность помогли ему многого добиться в своей жизни. И, без сомнения, он является выдающейся личностью. Я полагаю, что он является для каждого из нас примером мужества и силы духа. Все. Скажи, пожалуйста, что ты можешь добавить именно о Дне государственности? То, что его отличает
в Республике Саха-Якутия, и то, что это мероприятие связано с человеком, который носит наша школа, имя которым носит наша школа, это Максим Кирович Амосов. И также бы я хотела поздравить всех жителей республики с этим прекрасным праздником. А ребятам пожелать, чтобы они больше узнавали о людей, которые развивали нашу родину, а также любить ее и стремиться сделать для нее лучшее. Спасибо, девочки. Кроме торжественной линейки, в школе проходят конкурсы плакатов, рисунков о Якутии и концерты. В общем, благодарные потомки чтят память основателей государственности республики и гордятся историей народа Саха. Юлия. Спасибо, Александра. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Александра Цыбикова. На главной площади столицы республики состоялось посвящение кадетов. 38 новобранцев Якутской кадетской школы из 28 муниципальных районов Якутии приняли присягу. Из них 22 учащихся 7-х классов, остальные вновь прибывшие ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Сегодня в Якутской кадетской школе обучается 140 юных защитников Отечества. В этом году школа, основанная в 2000 году, празднует свое 18-летие. Этих ребят прежде всего есть еще такое понятие, как кадетское братство. И клятва кадета – это своего рода обязательство соответствовать стандарту кадета. Это внутренний, скажем так, торжественный момент перехода от новобранца к полноценному кадету. То есть, таким образом, человек, прежде всего, наверное, для самого себя, да, дает обязательство быть стойким, мужественным, вот, и обучать премудрости, в том числе военного дела, в стенах кадетской школы-интерната. Там же на площади Ленина началось празднование Дня государственности. Для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу. На прямой связи со студией наш корреспондент Анастасия Данилова. Анастасия, приветствую. Скажите, какое настроение у горожан? Юлия, добрый день. На площади Ленина сейчас проходит праздничный концерт, посвященный ко Дню государственности Миндайдум Саха-Сире. На площади концерт открыл танцевальный театр танца имени Сергея Зверева национальными танцами. Также здесь будут выступать молодежные танцевальные коллективы и известные звезды якутской эстрады. Сейчас, например, свою композицию представляет очень известный певец. Народу пока не так много, я думаю, потому что они находятся на завершении других мероприятий, которые идут параллельно ко Дню государственности. Народ только собирается, а погода располагает. Давайте поговорим с одним из жителей. Здравствуйте, с праздником! Здравствуйте! Что для вас означает этот праздник? Этот день для меня многое значит. Это день молодежи. Хочу поздравить всех с этим Днем государственности и желаю всем счастья, благополучия. Ну а я хочу напомнить, что сегодня в 12 часов дня открылся сквер учителей. Также возлагали цветы памятникам великих людей. А наш праздничный концерт завершится флешмобом молодежной ассоциации, которая также является танцевальным ансамблем «Автобус радости», в котором мы обязательно примем участие. Юлия? Спасибо, Анастасия. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Данилова. Центробанк России выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности Кэшбэри. Информация передана и в Генеральную прокуратуру страны, и МВД. Компании группы Кэшбэри деньги привлекают и в рублях, и в криптовалюте, но при этом лицензии Банка России у них нет. По экспертным оценкам, Кэшбэри удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы. Она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране, сообщают в Центробанке. Счастливыми новоселами в начале сентября стали 5 семей работников бюджетной сферы в Ленске. Среди них врачи, учителя и сотрудники администрации. Продолжит Светлана Болеева. В Ленске продолжает действовать программа обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Эта мера поддержки создана бывшим главой района более чем 10 лет назад. На протяжении всех этих лет действующими главами она поддерживается. Программа помогает району обеспечить бюджетные учреждения квалифицированными специалистами.
Благодаря создаваемым условиям в Ленский район переезжают десятки молодых людей в год. Многие остаются здесь жить и работать. Семья Марии Кураевой, преподавателя художественного отделения школы искусств, получила трехкомнатную квартиру в центре города. Теперь молодые люди планируют задержаться здесь надолго. В Якутию Мария с мужем и 2 детьми приехала 3 года назад из города Владивостока. Некоторое время проживали в поселке Светлый, а в 2016 году переехали в Ленск. Сняли квартиру, устроились на работу, муж водителем, а Мария, имея художественное образование, в школу искусств педагогом. Жилье семье приходилось снимать. Ежемесячно квартира обходилась в 25 тысяч рублей. Это, скажем так, инициатива администрации муниципального образования Ленский район для привлечения сюда специалистов для муниципальной бюджетной сферы, в которых мы сейчас испытываем потребность. И квартиры будут приобретаться в соотношении площадь-потребность. То есть, если приезжает семья, если семья, у нее 2 детей, то их не будут селить в однокомнатную квартиру, чтобы они там друг на друге сидели, а это будет площадь, исходя из того, сколько этой семье нужно. Еще одна проблема, которая стояла перед семьей в течение 2 лет – это прописка. Все это время Мария с мужем проживали по временной регистрации, что приносило много неудобств. Мы снимали уже квартиру где-то около 2 лет. И нам предложили встать на очередь. То есть мы сразу, как я оформилась, мне предложили сразу встать на очередь. Встали, но не надеялись ни на что, потому что всегда эти очереди очень длинные. И, конечно, было очень трудно оплачивать. С получением квартиры эта проблема тоже отпала. Мария признается, что не ожидала, что все так быстро решится. Документы у меня уже на руках, то есть уже могу быть уверенной, что все уже состоялось, квартира уже в нашем пользовании. Сегодня семья уже переехала, потихоньку обживается. Купили некоторую мебель, сделали ремонт. Квартира, в принципе, не в плохом состоянии, в нормальном. Немножечко обжиться. Конечно, всю мебель приходится заменять. Что-то было, что-то докупили. Это уже мелочи жизни, главное, есть стены. До конца года администрация района планирует приобрести еще 20 квартир для работников бюджетной сферы. В следующем году программа также будет продолжена. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 50 юных удачниц соревновались в умении петь, танцевать и читать стихи. Кто из ребят оказался самым талантливым и какова главная задача таких конкурсов, знает Злата Курбанова. Внимание, внимание! Послушайте осенние задания. Алло, медведь, вы слышите? Макару Муханову 4 года. Он любит сказки, интересные истории и веселые стихотворения. В творческом конкурсе «Салют таланты» участвовал впервые. Стихотворение для выступления выбрал не случайно. Потому что он очень красивый, а стих называется «Это осенние задания». Долго учил, но я справился. В детском саду «Сказка» на конкурсной площадке читали стихи, танцевали и пели песни. Участники творческого конкурса – 50 воспитанников из разных дошкольных учреждений Заполярного города. Каждый детский сад представил по нескольку номеров. Ребята знакомились друг с другом и раскрывали свои способности. Вы, наверное, заметили, что очень большая сложность сейчас у детей в речи. Есть какие-то недочеты, недоработки. И вот такие мероприятия позволяют ребенка приучить к сцене, приучить разговаривать правильно, показывать свои таланты именно в эмоциональном плане, представить какое-то произведение. Жюри оценки не ставили, выступали больше как зрители. Задача организаторов конкурса – не проводить соревнования, а дать возможность талантливым ребятам проявить себя на сцене. Поскольку я сама работаю в дошкольной сфере, я знаю, насколько это важно и необходимо, что ребенок выступал. Где-то, возможно, волновались. Это первые шаги на сцене. Поэтому все номера по-своему хороши, интересны, они соответствуют возрасту. Видна большая работа педагогов при подготовке детей. Поэтому все номера были яркими, каждый по-своему хорош. Победителей и призеров в этом конкурсе не было. Всех участников наградили дипломами и сладкими призами. Педагогов отметили благодарственными письмами. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.